Дорогие друзья, давно не записывала видео. Хочу с вами сегодня поделиться своими наблюдениями от работы в саду, на даче, потому что именно природа позволяет более глубже понять природу отношений, как эти отношения строить, как они развиваются и что с ними происходит. Я сваха брачного агентства, и летом очень активно люди начинают знакомиться, хотят отношений, хотят создавать семьи, ну, такое благоприятное время в природе, и поэтому все чаще обращаются к услугам профессиональной свахи. Но запросы, что зимой, что летом, похожи, и, наверное, именно этим хочу и поделиться. Люди хотят все и сразу. Люди хотят самого лучшего мужчину, самодостаточного, обеспеченного, доброго, чуткого. Мужчины хотят потрясающих женщин, молодых, красивых, стройных, хороших хозяек, детородного возраста, ну и так далее. Запросы практически, так сказать, похожи. Хотя у каждого, конечно, свой индивидуальный взгляд на эти вещи. И я, объясняя, как работают отношения, как нужно выбирать, на что нужно обращать внимание и что нужно уметь делать самому, как раз-таки вот ориентируюсь или предлагаю рассмотреть то, как все происходит в природе. Нам природа очень мудро советует, учит и показывает. И так, чтобы начать понимать эти отношения, так сказать, иметь, ну, нужно завести хотя бы какой-то горшочек с цветком на подоконнике. Если у вас такого нет, заведите обязательно. Хорошо, если это будет несколько цветов. Ну, а в природе, у кого есть земля, дача, вы все знаете. Каждое растение ищет, каждому растению нужно свое место, каждое растение предпочитает какой-то определенный микроклимат. Ну, например, роза под березой расти не будет, то есть мы все равно выбираем эти места, мы изучаем, как это растет, как лучше это сделать, в каком месте, какая должна быть земля. Ну, там, например, кислая земля возле гортензии, жимолости, там, хвойников и так далее. У роз другая земля, у пионов другая, и, в общем, все это мы изучаем. И когда дело касается отношений, на самом деле в природе все точно так же. Мы должны понимать, прислушиваться, вглядываться в индивидуальность другого человека. Иногда нам кажется, что если вот там нет у него машины или у него не высшее образование, то это все понятно. Это ничего не понятно. Нужно в этого человека все равно вглядеться. То есть нужно выработать у себя привычку всматриваться в человека, быть чутким к другому человеку, к любому, независимо от того, хотите вы за этого человека замуж выйти или жениться, или вы просто познакомились там на работе или общаетесь на работе. Получите вот этот навык вчувствоваться, вглядываться в человека. Этот навык вам потом пригодится, чтобы найти потрясающего партнера, чтобы его встретить, и вы узнали друг друга. Итак, что же дают, какие же навыки или какой опыт или какой совет дает нам природа? Если вы хотите все и сразу, вот я на примере своей дачи, она у меня, ей 4-й год. Понятно, что деревья маленькие. Вот если я хочу, чтобы у меня был сад, чтобы там под яблонями стоял стол, я там с семьей пили чай или завтракали, эти яблони, конечно, нужно посадить сразу. Вот они у меня сейчас растут, и я думаю, что вырастут в большое дерево, это еще лет 5-7, а то и 10, чтобы это была большая раскидистая яблоня. Точно так же и в отношениях. Если вы хотите замечательные отношения, хотите, чтобы мужчина был там добрый, внимательный, чуткий, много вам внимания уделял, ну и там разные другие параметры, которые вы хотите, это надо сейчас сажать, сейчас учить, сейчас показывать, сейчас очень мягко объяснять. Сейчас нужно сажать сад. И не ждать, что вот эта раскидистая яблоня сейчас у вас будет плодоносить, а вы будете под ней пить чай. Иногда мне говорят, а вот я хочу все и сразу. Это помните, как в фильме «Москва слезам не верит», да? Героиня Муравьева говорила, я хочу все и сразу. Я не хочу выращивать там отношения, мужчину, я хочу все. Ну, вы знаете, да, чем она закончила, как бы фильм это наглядно показывает.
Поэтому мы, чтобы не спустить свою жизнь, так сказать, в унитаз, мы должны эти отношения начать, какие бы они ни были, начать выстраивать. А, Опять же, вот, часто мне говорят: "А вот я хочу, вот, чтобы оно было вот так". Ну, есть же они вокруг, хорошие мужчины, там, в возрасте, состоявшиеся, у них все есть, и, так сказать, они достойные. Я же могу, вот как, опять же, да, героиня Муравьева, выиграть, вот, встретиться, а у него уже все есть. Но знаете, опять же, дача или сад показывает, что крупные деревья практически не пересаживаются. Чтобы пересадить какое-то крупное дерево, тоже у меня был такой опыт, когда привезли большое красивое дерево, посадили, оно не прижилось. Потому что там, ну, с деревом там много разных условий, поэтому я поняла, что нужно все-таки, ну, в моем случае, я хочу все-таки, ну, так, по разлету лет. Я понимаю, что, ну, 30 лет ждать мне не хочется. Вроде как, ну, так, смогу, не смогу. Хочу, чтобы дерево было, но я беру какой-то такой средний размер, который более-менее приживется. К чему я это говорю? Когда вы берете или встречаете мужчину или женщину, и он весь готовый, как вам хочется, поймите, он не пересадится на вашу почву. Вам придется под него подстраиваться, вам придется проламывать пространство, вам придется ломать себя, вам придется много чего с собой делать, чтобы вам вырасти на его почве. Он не пересадится. Точно так же и женщина, если самодостаточная, самореализованная, ну, там, не знаю, обеспеченная, по-разному люди ищут разные запросы, и вы хотите, чтобы это было все и сразу, то вам придется как-то под нее или с ней выстраивать гармоничные отношения очень бережно, очень осторожно, маленькими шагами. Вот так, раз и сразу, и все у вас есть, и все у вас хорошо. Да, мои дорогие, к сожалению, получается у 1%. Это когда встречаются прям близкие души. Но будьте готовы. Конечно, нужно верить в этот 1%, но будьте готовы именно к труду садовника. И тогда, когда вы будете эти отношения выращивать, когда вы их будете выстраивать вместе, когда вы не будете ожидать чего-то, а к этому будете идти вместе, то потихоньку как раз-таки счастливые отношения, счастливая семья у вас будут. Поэтому учитесь у природы, сажайте растения, наблюдайте за ними, прислушивайтесь, присматривайтесь, изучайте. Как розочку вы будете изучать, изучайте каждого человека, который на вашем пути встречается. Приобретя этот навык вам пригодится всегда в вашей замечательной, счастливой, радостной семейной жизни. Будьте счастливы, приходите на консультацию, пишите. Будем создавать счастливые союзы.